Мечеть, которая, можно сказать, по официальной версии была основана в 19 веке, в 1824-25 годах. Здесь, кроме того, что мы видим с вами древнюю мечеть, здесь также есть внутренние помещения, где на первом этаже, где обучались дети, то есть школа медресе, это здесь также было, огромный зал, молельная комната, ну и помещение для омовения, то есть здесь же в мечети расположен, есть родник, прямо из-под земли выходит вода, то есть такие удобства. Конечно, предположу, что здесь это помещение, где родник, также служил неким халбатом, где человек мог уединиться, типа, как скажем, отшельники. Дело в том, что мечеть отреставрирована, естественно, создали определенные условия, вы видели и ступеньки, вы видите площадка обустроенная, но что меня радует, что, видимо, местные жители также приезжают сюда, приходят сюда и проводят уборку, скосили траву, там, прибрали здесь. Это действительно интересный объект, в том числе, кроме того, что мы сюда приехали. Сюда приезжают и художники, и студенты, и просто любители истории. Они приезжают, им очень интересно это посмотреть. И, естественно, ГБУ Аргонский музей-заповедник частенько проводит субботники на таких объектах. Типа как стрелы, да, вот такие. И долго знак Жгушевсон. В Хоях, кстати, вот такие знаки очень обильно представлены, именно такие знаки. А вот вполне возможно, что эта ладонь была в другом месте. Обычно входной проем мелчика, слева, справа ладонь ставит. То есть это на еврейском, на арабском хамса, защита. Несчастных случаев от врагов, от проблем каких-то, как защиту, они выставляли его именно в входной проем. Там на скальной основе есть вот также ладони и его место века. Но я потом прошел вдоль этой скалы, очень много ладоней представил. И в 18 веке ладони люди строили. Да что там в 18 веке, я помню в детстве листок или в Хое тоже там представлен. Здесь мы видим что это обозначает. Может быть, городовое древо могло это быть. Что они могли видеть? От Хойха на возвышенности эти целый камень, вот такой вот камень, просто типа как стрелы, да, вот такие вот. Именно вот эти. Да, вот я не уверен, тут Кельбилен Мутия или это я не уверен. Но вот это арабскую вязь, обязательно надо сфотографировать. И с левой стороны, обрати внимание, Ачархо Бенюсен Буалабену. Это у нас так тоже сделано, если туда встать. Ага. Своды и швата, то есть предположение такое, что это для крупного рогатого или для мелкого рогатого скота. Многие, тем более вот в этом районе, часто встречается, но есть место, где
я обнаружил жилое помещение, которое служило для человека, не для домашнего животного, как предполагалось. Там точно такие же вот такие своды, высокий опорный стол, камин, реальный камин, то есть реальный камин, который обнаружен. То есть это, мне кажется, действительно какой-то прорыв, я бы сказал, в исследованиях вот этих объектов. Так что я думаю, что-то новое. Недалеко от этого места. Мы сейчас с вами находимся в помещении, которое находится при мечети. И здесь закрытое такое пространство. И мы видим, что прямо в мечети под одной крышей здесь есть родник. Здесь люди могли заходить, проводить омовение. И это действительно интересный момент, когда в башне есть вода, в жилой или боевой башне. Хотя это не новость, часто встречается у нас здесь с древнейших времен. И кроме этого есть предположение, что это помещение могло служить халбатом, то есть место для уединения, место, где человек проводит очищение, скажем, вот такое вот место. Два опорных столба, конечно, это отреставрированы, понятно, а в старинных в этих в жилых башнях опорный столб обычно бывает. Он очень красиво представлен. Действительно, каждый камень обработанный. И если помните, времена Отечественной войны, когда белорусские, украинские, там, российские сожженные деревни, стоят только одни печные трубы. Картина такая жуткая. То есть в наших горах, я вот постоянно оказываюсь в горах и вижу вот такую картину, и мне сразу приходит такая мысль вот из фильмов. То есть у нас там башня кругом, она разрушена, жилая башня, но стоит опорный столб во всей своей красе. По этому опорному столбу можно определить, сколько этажей была жилая башня. Здесь 2 этажа, да? Здесь 2 этажа. Вообще наши башни, они и 2, и 3, и 5, и считают, что до 7 этажей были у нас башни. Это башня, местные рассказывают, старожилы рассказывали, башня в Шипорое была 7-этажная, и одна из жилых башен в Шаройском комплексе также была 7 этажей, белая башня. Есть оконные проемы, которые служили именно для того, чтобы определить время намаза. То есть в летнее, то есть полуденное время луч солнца заходил в одно окно, а потом уже чуть позже второе окно. Такое предположение есть, насколько это реально, это нужно проводить исследования, чтобы представить как факт. Это ниши именно для обуви. Люди на намаз заходили, разувались и укладывали здесь обувь свою.